Саламатсыздарбы, урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу журналисттер. Биринчи кезекте баардыгыңыздарды жаңы 2020 жыл келиши менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге жана ар бир кыргызстандык үй бүлөгө тынчтык, ден соолук, бакубатчылык жана ийгиликтерди тилейм. Ушул башталып жаткан жыл өлкөбүз үчүн дагы жемиштүү, биримдикте жана өнүгүүдө өтүүсүн каалайт элек. Бүгүнкү жолугушууга катышып, чакырууну кабыл алгандарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Биздин жолугушуулар салттуу түрдө өтүп жатканына абдан кубанычтамын. Бүгүнкү пресс-конференция Тышкы иштер министрлигинин 2025 жылдагы ишмердүүлүгүнө арналган жана 2026 жылга карата пландарга кыскача токтолуп кетем. 25 жыл биздин тышкы саясатыбыз үчүн өтө маанилүү жана жооптуу жыл болду. Биз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жетекчилиги астында көп жана эки тараптуу дипломатияны ийгиликтүү улантып, Кыргыз Республикасынын эл аралык майдандагы ордун бекемдедик. Достук мамилелерди тереңдетүү, стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди жана жаңы деңгээлге көтөрүү, чек ара маселелерин чечүүгө олуттуу жылыштарга жетиштик. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркменистан, Кытай, Россия, Монголия, Турция, Азербайджан, Мажарстан, Америка, Бахрейн, Малайзия, Египет, Япония, Пакистан жана башка бир катар өлкөлөр менен жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрдүк. Бириккен Улуттар уюму жана башка көп тараптуу платформалардагы активдүү ишмердүүлүк мунун баары 2025 жылдын маанилүү жетишкендиктери деп эсептейбиз. Эми алдыда турган 2026 жыл биз үчүн чоң максаттарыбыз бар. Биз тышкы саясаттагы багытыбызды улантып, экономикалык дипломатияны күчөтөбүз, инвестицияларды тартууну жана экспортту өнүктүрүүнү, эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты тереңдетүүнү, жарандарыбыздын чет өлкөдөгү укуктарын коргоонундагы алдыңкы максаттарга коебуз. Ошондой эле регионалдык туруктуулук менен коопсуздукту чыңдоо боюнча иштер улантылат. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые журналисты, позвольте мне от имени Министерства иностранных дел Кыргызской Республики сердечно поздравить всех присутствующих, а также всех граждан нашей страны с наступившим 2026 годом. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, личного благополучия, мира в семьях и стабильности. Пусть Новый год принесет нашей стране стабильность, дальнейшее развитие и укрепление позиций на международной арене. Хочу вам выразить благодарность, что нашли время для участия в нашей очередной встрече, которая стала для нас доброй традицией. Сегодня хотел бы подробнее рассказать об итогах работы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики в ушедшем 2025 году и приоритетных задачах во внешнеполитической деятельности на 2026 год. 2025 год стал для внешней политики Кыргызстана периодом интенсивной и последовательной работы. Мы продолжили курс по многовекторности и прагматизм, стремились к укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений со всеми нашими партнерами. Была проведена значительная работа по развитию политического диалога, продвижению экономического сотрудничества, решению практических вопросов приграничного взаимодействия, а также по защите прав и интересов наших соотечественников за рубежом. В уходящем году удалось сохранить конструктивный характер отношений со стратегическими партнерами и активизировать участие в интеграционных объединениях и многосторонних форматах, а также добиться определенного прогресса в ряде важных двусторонних и региональных вопросов. Уважаемые коллеги, в 2025 году Кыргызстан под руководством президента
Кыргызской республики Садыр Нургожевич Джапарова уверенно реализовывал многовекторную внешнюю политику, укрепляя международные связи и продвигая национальные интересы нашей страны. Страна активно развивала сотрудничество с государствами Центральной Азии, стратегическими партнерами, странами ближнего и дальнего зарубежья, демонстрируя высокую динамику дипломатической и экономической активности. Прошедший год стал для нашей страны периодом интенсивной дипломатической работы. Мы стремились одновременно решать несколько крупных задач. Завершить многолетние сложные переговоры по государственной границе. Реализовывать председательство в Организации тюркских государств, Организации договора коллективной безопасности, а также начать наше председательство в Шанхайской организации сотрудничества. Расширять круг международных партнеров, укреплять экономическую составляющую внешней политику через дипломатическое сопровождение стратегически важных инфраструктурных проектов и содействовать торговым связям. Все эти направления мы старались реализовывать в условиях сохранения многовекторного, прагматичного и сбалансированного подхода. Особое внимание уделялось вопросам защиты и прав законных интересов наших граждан в странах ближнего и дальнего зарубежья. Уважаемые коллеги, 2025 год действительно можно назвать годом существенного расширения международных горизонтов Кыргызстана. Мы последовательно реализовывали принцип многовекторности, стараясь развивать отношения со всеми заинтересованными партнерами без искусственного выбора главных и второстепенных направлений. За год значительно выросло количество двусторонних и многосторонних контактов на всех уровнях. Всего было проведено около 190 встреч и визитов, порядка 60 из которых состоялись в Кыргызстане, 130 за рубежом. Президент Кыргызской республики Садыр Нургожевич Джапаров совершил 25 зарубежных визитов, из которых имели статус государственный 3, официальный 3, рабочий 18 визитов. Но важнее даже не количество, а качество и география. Центральная Азия и добрососедство оставались для нас главным приоритетом. Тому свидетельство 3 государственных и 9 рабочих визитов в страны региона. Самый яркий момент – 31 марта 2025 года в городе Худжанд 3 президента Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана одновременно подписывали договор о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, договор о точке стыка 3 границ, Худжандскую декларацию о вечной дружбе. Это не просто документы, это историческое событие, закрывающее одну из самых сложных страниц нашего региона. Далее. Китайская Народная Республика стала стратегическим партнером нового уровня. Состоялись 2 визита, государственный и рабочий. В ходе этих визитов подписано 33 двусторонних документов в течение этого года. Установлено всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху. С Монголией мы перешли от отношения дружбы к всеобъемлющему партнерству. Летом прошлого года состоялся государственный визит президента Монголии в Кыргызскую республику. Кроме того, в прошлом году состоялась поездка нашего президента в Соединенные Штаты Америки, состоялись встречи с президентом США, господином Трампом, руководством Сената, бизнесом. Проведен саммит Си-5+1. Также в течение прошлого года мы провели формат Центральная Азия плюс с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Японией и Европейским Союзом. В целом, за 2025 год проработаны и подготовлены к подписанию 633 международных договоров и документов.
Из них 163 двустороннего характера и 470 многостороннего характера. Төреға жогорку кеңеши Нурланбек уулу Тургунбек, Төреға жогорку кеңеши Нурланбека Тургунбек уулу состоялись 8 визитов за прошлом году, 2 официальных, 6 рабочих. В связи с досрочными выборами в жогорку кеңеш порядка 5 визитов Төреға жогорку кеңеши были перенесены на этот год. Несмотря на это, парламентская дипломатия не была поставлена на паузу. Также проработано свыше 40 визитов парламентариев Кыргызстана. Укреплены парламентские каналы общения со всеми ключевыми партнерами от Китая, России до Центральной Азии, Турции, ОБСЕ и Тюркпа. Это хороший задел для нового состава жогорку кеңеши в 2026 году. Уважаемые коллеги, председатель Кабинета министров Адылбек Алишевич Касмалиев провел 19 визитов в прошлом году, из них 3 официальных, 16 рабочих. В 2025 году Кабинет министров Кыргызстана показал, что даже в условиях сложной региональной и глобальной повестки можно сохранять очень высокую скорость и плотность экономической дипломатии. 19 визитов, десятки подписанных документов и несколько долгосрочных дорожных карт. В свою очередь, министрами иностранных дел Кыргызстана были совершены 16 визитов, из которых имели статус 6 официальных, 10 рабочих и 1 онлайн формате. СНГ и Центральная Азия были нашим главным приоритетом и основой стабильности. Совершено 7 визитов в страны региона. Было 2 насыщенных визита в Нью-Йорк с запуском предвыборной кампании Кыргызстана в ныне постоянные члены Совета Безопасности ООН, встречи с генсеком ООН господином Гутерришем, представителями стран Карибского бассейна, малыми островными государствами. Состоялись также официальные визиты в Словению, Венгрию. С последней страной, то есть в Венгрии, прошло полноценное заседание стратегического совета. Таким образом, за 1 год мы существенно расширили географию, укрепили позиции в традиционных регионах и открыли новые важные направления. Уважаемые коллеги, конечно, самым значимым и историческим внешнеполитическим достижением в 2025 году, безусловно, стало окончательное регулирование государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. В марте 2025 года был подписан межгосударственный договор о кыргызской таджикской государственной границе. Тем самым завершился один из самых длительных и сложных переговорных процессов в современной истории Центральной Азии. Это решение имеет огромное значение не только для соседних народов, но и для всего региона. Устранение одного из главных факторов напряженности открывает новые возможности для полноценного торгово-экономического сотрудничества, совместных инфраструктурных проектов и укрепления общей региональной стабильности. В 2025 году Кыргызстан успешно председательствовал в организации тюркских государств. Проведено более 140 мероприятий в различных отраслях. В рамках участия в 12-м саммите глав государств ОТГ в городе Габала, Азербайджан, президент Кыргызской республики Садыр Нуркожоевич Джапаров подвел итоги председательства Кыргызстана в ОТГ за 24-25 годы. Под председательством кыргызской страны проведены 24 мероприятия ОТГ в Кыргызской республике и 4 мероприятия за рубежом, в том числе министерские заседания, форумы, культурные и гуманитарные инициативы, направленные на укрепление взаимопонимания и сотрудничества между государственными членами. В рамках председательства Кыргызстана впервые в истории ОТГ проведена первая встреча глав правительств ОТГ в городе Бишкек в сентябре прошлого года, а также инициирован ряд проектов соглашений и меморандумов в различных областях сотрудничества, направленных на углубление интеграционных процессов в рамках ОТГ.
Также в рамках нашего председательства ОДКБ на территории Кыргызской Республики проведены свыше 40 мероприятий. Наше председательство в ОДКБ проходило в условиях сохраняющейся турбулентности международной обстановки, роста региональных и транснациональных угроз, что потребовало от нас высокой ответственности, инициативности и скоординированных действий со всеми государствами-членами ОДКБ. В целом можно с уверенностью отметить, что Кыргызская Республика достойно выполнила возложенную на нее миссию, обеспечив преемственность и поступательное развитие нашей организации, а также внеся конкретный вклад в укрепление коллективной безопасности. В период нашего председательства основное внимание было сосредоточено на укреплении политической координации, повышении эффективности механизмов реагирования на современные вызовы и угрозы, а также на развитие практического взаимодействия между профильными органами государств-членов. Последовательно продвигалась повестка по противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и незаконному обороту наркотиков. Особый акцент был сделан на проблематику кибербезопасности и информационной устойчивости. Проведенное под эгидой председательства заседания уставных органов, совместные учения и консультации подтвердили востребованность ОДКБ как важного инструмента обеспечения стабильности в зоне ответственности нашей организации. Благодаря общим усилиям удалось обеспечить высокий организационный и содержательный уровень мероприятий председательства, выработать ряд практических решений и укрепить международный авторитет нашей страны как ответственного партнера. Положительные оценки со стороны государств-членов ОДКБ свидетельствуют о том, что кыргызская страна сумела выстроить продуктивный диалог, учитывать интересы союзников и выступать в роли активного координатора. Уважаемые журналисты, 1 сентября 2025 года Кыргызстан начал свое 4-е председательство в Шанхайской организации сотрудничества под лозунгом «25 лет ШОС. Вместе к миру и процветанию». Глава государства обозначил следующие приоритеты нашего председательства в ШОС. Обеспечение долгосрочной стабильности. Кыргызстан продолжит наращивать коллективные усилия, направленные на противодействие угрозам и вызовам безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Реализация потенциала экономического сотрудничества. В этом контексте Кыргызстан предлагает ускорить решение вопроса по учреждению действенного финансового механизма организации, включая создание Банка развития ШОС, Фонда развития и инвестиционного фонда, содействуя таким образом региональной экономической интеграции. Развивать многостороннее сотрудничество по созданию благоприятных условий для международных автомобильных и железнодорожных перевозов, предусматривающих также создание новых транспортных маршрутов и эффективное использование транзитно-транспортного потенциала государств-членов ШОС. Активизировать цифровизацию. Кыргызстан предлагает проведение молодежного цифрового форума ШОС и готов вносить свой вклад в реализацию совместных инициатив, направленных на цифровую трансформацию на пространстве нашей организации. Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, в уходящем году мы существенно расширили географию нашей дипломатической представленности. Было открыто первое посольство Кыргызстана в Эфиопии, что стало важным шагом присутствия на африканском континенте. Также было принято решение об учреждении посольства Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет, что открывает для нас новые стратегические перспективы на Ближнем Востоке и Северной Африке. В 2025 году Кыргызстан установил дипломатические отношения еще 13 государствами. География нашего сотрудничества стала заметно шире, и к концу 2025 года Кыргызская Республика поддерживает дипломатические отношения уже с 185 государствами мира. Среди них страны Африканского континента, Ближнего Востока, Латинской Америки и другие регионы, с которыми раньше контакты
были минимальными, либо отсутствовали вообще. Каждое такое установление отношений – это не просто формальность, это создание правовой и политической базы для будущего сотрудничества в торговле, инвестициях, образовании, туризме и других сферах. Хотелось бы подчеркнуть, что проводимое дипломатическое расширение – это не самоцель. Это фундамент для будущей экономической дипломатии, для привлечения инвестиций, для выхода на новые рынки и для более активного продвижения наших национальных интересов. Уважаемые журналисты, в рамках экономической дипломатии при активном содействии Министерства иностранных дел Кыргызстана было организовано 37 визитов иностранных бизнес-делегаций в Кыргызстан из Кореи, Турции, Австрии, России, Китая, Германии и Японии, а также проведено 205 встреч с представителями зарубежных государственных органов и компаний для презентации приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, в Кыргызстане и за рубежом состоялись 45 инвестиционных и экономических бизнес-форумов, укрепивших позиции страны как привлекательного направления для инвестиций. Мы начали системную работу по продвижению экспорта отечественной продукции на новые рынки. В сфере продвижения экспорта кыргызской продукции оказано содействие более 300 отечественным компаниям и экспортерам в участии в 35 международных выставках, охватывающих сельское хозяйство, продовольственные и промышленные сектора. В загранучреждениях Кыргызстана было проведено 126 встреч и мероприятий по экспорту. Значимым достижением отчетного периода стало награждение национального павильона Кыргызстана золотой медалью по итогам участия в международной выставке Экспо-2025 в городе Осака. Особое внимание уделялось развитию туризма. Проведены многочисленные встречи и мероприятия компетентными органами Кыргызстана, оказано содействие в участии в 28 международных род-шоу, туристических выставках и инфотурах для туроператоров из Малайзии, Австрии, Белоруссии, России, Монголии, Германии и Японии. Всего в рамках туристических повесток проведено 56 встреч и мероприятий, направленных на популяризацию туристического потенциала Кыргызстана. Кыргызстан занял первое место в рамках международной номинации по туризму в Российской Федерации и получил авторитетную туристическую премию издания Russian Traveler по итогам 2025 года. Заметно растет кредитный рейтинг страны. В марте 2025 года Кыргызская республика повысила свой кредитный рейтинг на уровень B+, с прогнозом «стабильный». По оценке международного рейтингового агентства Standard & Poor's и Global Ratings, в мае 2025 года Кыргызстан впервые разместил суверенные еврооблигации на международных финансовых рынках. Объем выпуска составил $700 миллионов со сроком обращения 5 лет, что ознаменовало выход Кыргызстана на международные финансовые рынки. Повышение кредитного рейтинга страны создает благоприятные условия для выпуска суверенных еврооблигаций, а также способствует дальнейшему экономическому росту и увеличению доверия международных инвесторов Кыргызской Республики. Вопросы зеленой экономики и энергетики остаются одним из важных направлений министерства. Продвигаются как крупные инфраструктурные инициативы, так и проекты на уровне малых и средних ГЭС, ВИЭ, модернизация существующих объектов. Значительно вырос интерес иностранных инвесторов к проектам в энергетике, горнодобывающей отрасли, транспортной инфраструктуре и агропромышленном комплексе. Так, в 2025 году общая сумма инвестиций, привлеченных в рамках различных инвестиционных проектов с помощью Министерства иностранных дел, составляет $631 миллион США. Посольством Кыргызстана в США оказано содействие подписания меморандума между компанией OpenGamer и IL Bank на андеррайтинг на 5-летние облигации на сумму $300 миллионов США. По линии многосторонних институтов и международных финансовых организаций подписано меморандум на сумму в размере $1 миллиарда евро.
По линии Фонда экономического развития и сотрудничества ADCF Южной Кореи нашим посольством Южной Кореи проработан льготный кредит в размере $500 миллионов США на проекты развития 2025-2029 годы. Также по линии Фонда развития Катара, Саудовской Аравии реализуются проекты социального характера на сумму $361 миллион США. Уважаемые журналисты, Кыргызстан активно работал в многостороннем формате. Работу ОТГ, ОДКБ, ШОС я уже обозначил. Кроме в ноябре 2025 года Кыргызская республика была успешно избрана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2025-2029 годы. А также по инициативе Кыргызстана единогласно принята резолюция о провозглашении 22 сентября Международным днем кочевого наследия. Кыргызский махсым и метод его приготовления включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В прошлом году Кыргызской республике удалось быть избранной в ряд ключевых органов системы ООН. В частности, в апреле 2024 года Кыргызстан был избран в Комиссию по социальному развитию на период 25-29 годов. В апреле 2025 года страна получила мандат члена комиссии по наркотическим средствам на 26-29 годы. А также была избрана Исполнительный совет ЮНИСЕФ на 26-28 годы. Кыргызстан в 2025 году также плодотворно завершил свое трехлетнее членство Совета ООН по правам человека. Также стоит отметить, что представитель Госфиннадзора Кыргызской Республики избран в межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности ИСИАР. Такая многоплановая работа позволяла отстаивать наши национальные интересы сразу на нескольких площадках одновременно. Уважаемые журналисты, защита интересов граждан остается основным приоритетом нашего министерства. 1 января 2025 года запущен пилотный проект по выдаче единого разрешения по принципу единого окна. Запуск новой системы в онлайн-формате позволил исключить личные контакты и сократить срок оформления документов с 2 месяцев до 2 недель и увеличить объем налоговых и платежей в пользу государства. Впервые реализована краткосрочная миграционная амнистия, в рамках которой без выезда легализовали свое пребывание в Кыргызстане порядка 9,6 тысяч иностранцев, а также 2088 человек, иностранных граждан, выдворены из страны посредством организации 29 депортационных рейсов по 6 маршрутам. За счет гарантийных взносов органам внутренних дел оказана финансовая поддержка в размере 243 миллиона сомов для депортации иностранцев. В настоящее время реализуется процедура выдачи резидент-карт. Проведены досрочные выборы. Также Министерством иностранных дел оказано содействие по проведению досрочных выборов депутатов Джорджии за рубежом. Избирательные участки были организованы в 89 городах, 34 иностранных государствах, что обеспечило рост числа проголосовавших граждан на 265% по сравнению с парламентскими выборами 2021 года. По официальным данным МВД Российской Федерации, полученным по состоянию на конец 2025 года, в реестре контролируемых лиц состояли 128 497 граждан, из них 27 тысяч детей. Так, получено состояние. Также достигнуты максимальные показатели по числу проведенных осужденных граждан Кыргызстана из России.
2025 году в Кыргызстан приведены 237 граждан Кыргызстана, из которых 237 из России, 4 граждан из Казахстана и 1 из Китайской Народной Республики. Из стран Ближнего Востока эвакуировано 53 гражданина Кыргызстана, из них 12 человек из государства Мьянма. Подписано соглашение со Словакией, государствами Бенилюкс, Оманом, Словенией, Египтом о введении безвизового режима для граждан Кыргызстана, владельцев дипломатических и служебных паспортов. Подписано соглашение и с Эмиратами и Монголией о взаимном признании в обмене водительских удостоверений. Получено согласие иностранных государств на открытие 7 почетных консульств Кыргызстана. Это Хорватия, Италия, Япония, Грузия, Индия, Бельгия и Казахстан. За 11 месяцев 2025 года в части документировано и защиты прав граждан Кыргызской Республики зарубежными учреждениями, имеется в виду посольством Кыргызстана, оказано 760 499 консульских услуг и действий. В полноформатном режиме запущена информационная система «Электронный консул». Обеспечено функционирование в режиме 24/7 Центра обработки обращений граждан при консульском департаменте Министерства иностранных дел. За 2025 год обработано 105 107 устных обращений наших граждан. Уважаемые коллеги, что касается приоритета внешней политики на 2026 год, хотелось бы отметить, что, безусловно, ключевым мероприятием для кыргызской дипломатии в 2026 году станет эффективное использование нашего председательства в Шанхайской организации сотрудничества для поступательного развития нашей страны, а также провести на самом высоком уровне саммит ШОС в Бишкеке, а также проведение 6-е игры, всемирные игры кочевников в Кыргызстане. Кроме этого, проведение также работы нашей избирательной кампании в международных организациях. В целом мы продолжим укреплять отношения с нашими традиционными и стратегическими партнерами. Также будет продолжен сбалансированный многовекторный внешнеполитический курс с целью развития устойчивых межгосударственных отношений со всеми заинтересованными иностранными государствами. Конечно, в постоянном приоритете будет стоять задачи экономической дипломатии и защиты прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом. Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, на 2026 год мы рассматриваем как год реализации уже достигнутых договоренностей и появления новых возможностей для Кыргызстана. Мы будем последовательно продвигать национальные интересы Кыргызстана, укреплять экономическую безопасность и работать на повышение благосостояния наших граждан. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я готов вам ответить. Спасибо. Благодарю, Владимир Муканович, за содержательное выступление. Уважаемые представители, здесь масса информации. Мы переходим к сессии вопросов и ответов. Просьба нашим коллегам, кто желает задать вопрос, поднимать руки, представиться, потом озвучивать интересующие вас. Спасибо. Здравствуйте, Чембек Мулдаканович. Меня зовут Тимур Усмонов. Я корреспондент «Спутник Кыргызстан». Действительно впечатляющая работа нашей страны на международном треке. И в частности, вы несколько раз упомянули о том, что мы входим в финальную кампанию предвыборную по избранию нашей страны непостоянного члена Совбеза ООН. Скажите, пожалуйста, каковы ваши прогнозы по тому, удастся ли нам успешно пройти эту предвыборную кампанию, и какие возможности дает это вступление нашей стране? Большое спасибо.
Спасибо, это хороший вопрос. Достаточно мы с прошлого года, не то что с прошлого года, а уже 22 года мы ведем постепенно это нашу избирательную кампанию. Достаточно сложная работа, поскольку для нас это новое направление, и нам приходится расширять наши то есть контакты со всеми регионами мира, поскольку одна страна, один голос. Да? Поэтому мы, как можем, мы сейчас пытаемся налаживать контакты, с ними провести работу и, самое главное, объяснить нашу программу и наши мотивы, почему мы туда идем. И, конечно, сейчас сложно прогнозировать, но, тем не менее, мы считаем, что мы достаточно активно работаем в этом направлении. Все наши зарубежные загранучреждения работают во всех регионах мира. У нас сложности в Латинской Америке, в африканском континенте, поскольку у нас там практически нет наших зарубежных учреждений. Да? Поэтому мы в этом году были вынуждены открыть наше новое посольство в Эфиопии. В этом году мы уже откроем посольство на Кыргызской республике в Египте. Эти механизмы также будем использовать для нашей работы. Конечно, наш контрпартнер – это Филиппины. Это достаточно опытная страна, где они уже были в Совете Безопасности уже 4 раза. Они идут 5-й раз. Поэтому здесь, конечно, конкурировать с Филиппинами достаточно сложно, потому что там Филиппины тоже являются стратегической страной, где очень имеет хорошие контакты с крупными странами мира, находится в этом ключевом направлении в Южной Азии. Да? Поэтому мы считаем, что в международных вопросах также представлены должны быть малые государства, как и мы, да? Малые и средние государства. Мы будем защищать интересы малых и средних государств, горных стран, в том числе стран Океании, где они не имеют голос Совета Безопасности. Поэтому мы будем опираться на наших друзей, будем работать, но прогнозировать, я думаю, как будет, достаточно сейчас сложно. Нам надо еще сейчас продолжать работу. Спасибо. Слово Кыргызстану, пожалуйста. Позвольте мне передать вам поздравления с Новым годом. Поздравления с Новым годом и новых больших успехов от наших земляков, которые живут в Калининградской области. И передать от них большую просьбу в Калининградской области, где очень много наших врачей, журналистов, специалистов в других отраслях. Там очень активно работает наша и кыргызская диаспора, и объединение наших Кыргызстана. Вот. И большая просьба организовать там консульство в Калининградской области. Там работает эффективно даже консульство в Белоруссии. Наше, к сожалению, нет. И поддержать эту инициативу. Об особом статусе наших бывших земляков, кто, многие не по своей воле сменили гражданство, переехали, вы прекрасно знаете. И вот сейчас, по-моему, вышла инициатива, чтобы, скажем так, наши соотечественники не попадали под нынешний миграционный режим. Сколько дней, когда он должен лежать, особенно человек. Просьба тоже такую инициативу поддержать. Спасибо. Спасибо за поздравления. Я думаю, что это Калининград достаточно такой отдаленный регион для нас, но тем не менее мы, наши зарубежные учреждения, посольство в Беларуси, наш консул, наше посольство там активно контактируется с нашими мигрантами. Конечно, мы будем работать в этом направлении, но открывать генеральное консульство или консульство в Калининграде сейчас у нас в планах нет, потому что все это требует плановой работы. Да? Это финансы, это кадры, это материально-техническое обеспечение. Поэтому мы сейчас будем исходить
из того, что мы имеем. У нас есть посольство в России, ближайший Санкт-Петербург, там генеральное консульство, и наше посольство в Беларуси. Из этих точек мы будем обслуживать наших граждан, но пока такой вопрос в планах нет, но учтем их просьбы и заявки в будущем. Когда у нас будет возможность финансовая, тогда мы можем его реализовывать. Пока таких планов нет. Что касается особых льготных отношений по визовым или миграционным вопросам, это достаточно сложно. Вы же знаете, что сейчас Россия проводит очень жесткую миграционную политику, и в этом вот 24-25 год мы все время работали нашими российскими партнерами. Нам удалось облегчить многим нашим гражданам, вывести из черного списка. Но вопрос, что 190-180, она остается в силе, это внутренние принятые решения со стороны миграционной службы России. Такая же система есть и у нас, да, поэтому здесь мы напрямую вмешаться не можем, но, конечно, каждый гражданин, который находится в Российской Федерации, они должны, во-первых, обеспечить свое законное пребывание. Это регистрация, это учитывать все документы, провести все эти регистрационные процедуры и быть в контакте с правоохранительными органами Российской Федерации. Без этого там сложно, поскольку, вы знаете, там есть военное положение, и они сейчас никак не идут на какие-то смягчения. Поэтому пока такая ситуация, мы будем, конечно, рекомендовать нашим гражданам, чтобы они приводили в порядок все свои документы. Но 90-180 режим пока мы изменить не можем. Спасибо. Коллеги, Синхуа, пожалуйста. Здравствуйте, господин министр. С Новым годом вас. Меня зовут Зяюлин, я из китайского информационного агентства Синхуа. У меня такой к вам вопрос. Если бы вас попросили одним или несколькими словами оценить результаты в развитии отношений между Кыргызстаном и Китаем в 2025 году, то какой или какие слова вы бы выбрали? Почему? И чего вы ожидаете от двусторонних отношений в 2026 году? Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, если брать десятибалльную систему, да, я бы дал даже 11, да, поскольку мы в 2025 году у нас очень много было контактов, в том числе и государственный визит президента Кыргызской республики господина Джапарова в Китайскую Народную Республику, потом встреча в Астане в рамках формата Центральная Азия, Китай, в Астане была встреча, и, конечно, встреча в Тинзине в рамках саммита ШОС. Все эти моменты, где мы проводили двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, где мы обсуждали все наши двусторонние вопросы и вопросы многостороннего характера. Мы всегда получали поддержку из Китайской Народной Республики. Все вопросы, которые мы ставили, мы получали полную поддержку. Поэтому мы считаем, что 2025 год был на кыргызско-китайских отношениях очень плодотворным, успешным. Поэтому, если есть 10-бальная оценка, я бы дал 11. Что касается 2026 года, этот год тоже будет достаточно активным, поскольку мы в 2026 году ожидаем государственный визит председателя КНР в Кыргызскую республику. И мы сейчас уже начали подготовительную работу. Я думаю, повестка дня встречи будет достаточно насыщенной. И я думаю, в рамках встречи на высшем уровне мы также продвинем вперед наши двусторонние отношения. В целом, я думаю, что кыргызско-китайские отношения, они имеют далекую перспективу. И, конечно, мы придерживаемся проактивных контактов для дальнейшего расширения нашей возможностей. Спасибо. Коллеги из Альтипресс, пожалуйста, вам слово. Честно Гудиева, Альтипресс Кыргызстан. Слово Кыргызстан Катардан Мурданы Чиси, Марапа Алиев,
диссертацияны алды, жана кандайдыр бир башка дипломат болсо деле анын жумуштарына кандай процедуралар менен иштешет. Экинчи суроо бул элчиликтерге имарат алуу. Бул жылгы же алдыда Алматыда Швейцария менен Австрияга дагы имарат алуунакалар маска чыга турат. Катардагы элчи жакшы иштеп берди, бирок баягы мамлекеттик кызматкер ал өзүнүн мамлекеттик кызматкер болгондон кийин ал ошо этиканы сакташ керек. Ошондуктан мамлекеттик кызматкердин этикасын бузгандыгы үчүн биз ал адамды жумуштан биздин элчини бошоттук. Менин оюмча бул Тышкы иштер министрлиги мындан ары дагы биздин элчилердин, дипломаттардын моралдык, этикалык жагын жакшылап карайбыз, көзөмөлдөйбүз. Ошондуктан биздин Катардагы элчини жумуштан алганга биз сунуш киргизгенбиз, ошондуктан жумуштан алды. Экинчиден болсо сиз айтып аткан биздин элчиликтерди жаңы элчиликтерди алуу боюнча бизде 25-жылы абдан активдүү иш жүрдү. Биз 25-жылдын ичинде азыр Нью-Йорктон 5 квартира алдык, биздин кызматкерлерге Вашингтондон 5 квартира алдык, Түштүк Кореядан элчиликтин зданиясын алдык. Дагы азыр болсо Австрия менен дагы иштеп атабыз. Быйыл бардык процедуралар бүттү. Жакынкы февраль-марттын ичинде аны толук процедурасын бүтүп сатып алабыз. Чет өлкөдө азыркы убакта баалар ар түрлүү. Кээ бир мамлекеттерде биздин чамабызга жеткендей мүмкүнчүлүктөр бар. Кээ бир мамлекеттерде баалар абдан жогорку. Австриялык элчилик мен оюмча азыр бирде 6-дан 7 миллион ортосундагы акчада алабыз. Анткени эң жакшы райондо жакшы мүмкүнчүлүктөр менен жасалган территориясы менен жакшы бир элчиликтин зданиясын алып атабыз. Элчиликти эмнеге мындай алыш абдан оор, анткени көп мамлекеттерде процедуралар абдан оор экен. Бардык эле мамлекеттер элчиликти мындай сатканга толук мүмкүнчүлүк беришпейт. Бирок биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, абдан мындай оор процедуралар менен өтүп атабыз. Мисалы үчүн биз Женевага уже 2-жылдан бери зданияларды алып тандап, бирок сатып ала алган жокпуз. Анткени аларда жанагы жергиликтүү органдар көп. Эгерде Тышкы иштер министрлиги башка органдар уруксат берсе дагы жергиликтүү органдар бербей коюшу мүмкүн экен. Ошондуктан биз азыр Женевадан дагы зданияны 2 жылдан бери ала албай атабыз. Ошондуктан 26-жылы биз дагы бул ишти улантабыз. Анткени биздин башка европалык мамлекеттерде, азиялык мамлекеттерде дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде ошо мамлекеттерден уруксат алсак, биз алардан дагы биз алганга аракет кылабыз. Процедуралары 3 айдан 6 айга чейин созулат. Анткени бул документтерди тактап, нотариат менен тактап, ошо зданиялар тазабы, таза эмеспи, соттолгон эмеспи, ошонун баарын атайын жанагы риэлторский компаниялар менен иштеп тактап алыш керек. Анткени эгерде туура эмес зданияны алып алсак, анан кийин өзүбүзгө оорчулук болот. Ошондуктан биз шашпай бардык процедуралар таза бүткөндөн кийин анан сатып алып атабыз. Ошондуктан бул 1 күндүк, 2 күндүк иш эмес, бул процесс алдыга дагы жүрө берет. Бул ишти улантабыз. Рахмат. Сөз медиахаб сиздерге. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Атыжел Масишемилова, медиахаб редакциясы. Желбек мырза, менин сизге 2 суроом бар. Бул биринчиси Кремльдин пропагандасын жайылткан журналист Владимир Соловьев жакында эле Борбор Азия боюнча катуу билдирүү айтты. Борбор Азия өлкөлөрүнөн бул билдирүүгө эч ким расмий жооп бере элек, Кыргызстан расмий жооп береби? Экинчи суроом. Украинадагы согушка тартылган кыргызстандыктар боюнча азыркы тапта бизге
бул согушка тартылган жарандардын жакындарынан абдан көп билдирүүлөр түшүп жатат. Биздин баамыбызда көбүнчөсү каза болгондор боюнча кара кагаз келген, бирок жакындары алардын сөөгүн таппай жүргөндөр. Арасында 2-3 жылдан бери издеп жүргөндөр, күтүп жүргөндөр бар. ДНК тапшырып койгон, ошол учурда бирок жооп жок. Бул жаатта Тышкы иштер министрлиги кандай иш-чараларды жүргүзүп жатат жана сиздерде тизме барбы ушул согушка кеткен кыргызстандыктар боюнча жалпы эле кандай маалыматтар бар? Рахмат. Эми сиздин биринчи берген суроо боюнча мен расмий тилде жооп берейин, анткени андай дагы мындай түшүнбөстүктөр болбосун да. Что касается высказывания российского телеведущего господина Соловьева, кыргызская сторона считает нецелесообразным придавать дополнительное внимание отдельным провокационным высказываниям, звучащим в медиапространстве и не имеющим отношения к реальной межгосударственной повестке. Российская Федерация является для Кыргызской Республики стратегическим партнером и союзником. Наше взаимодействие развивается на двусторонней основе и в рамках международных региональных объединений, в том числе в Организации договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и СНГ. Эти форматы обеспечивают устойчивый политический диалог и практическое сотрудничество по вопросам коллективной безопасности и региональной стабильности, основанные на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. В целом мы исходим из объективной оценки текущей ситуации, которая характеризуется развитием диалога, укреплением механизмов сотрудничества и отсутствием предпосылок для возможных противоречий. Кыргызская сторона продолжит проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику на укрепление доверия, стабильности и сотрудничества в регионе. Эти вопросы были обсуждены также в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Кыргызскую Республику в ноябре прошлого года. Мы считаем, что наше сотрудничество между Кыргызстаном и Российской Федерацией имеет очень большую перспективу на будущее. Спасибо. Что касается экинчи болсо сиздин сурооңуз Украина боюнча, эми согушка барып аткандар боюнча бизде маалыматтар келет. Эгерде ата-энеси же туугандары бизге заявка берсе, согушка өзүңөр билесиңер, бизде закон бар. Эгерде законсуз түрдө рекрут болуп, ошо согушка барып законсуз түрдө катышса, ал киши биз жактан жаза алат. Ошондуктан көптөгөн граждандар айтышпайт, өзүлөрүнчө кетишет, согушка катышат, ошол каза болушат. Анан баары ошондой процедура болгондон кийин аргасыздан туугандары бизге кайрылышат да. Бирок кайрылганда дагы кандай болот? Баланчасында кеткен, дайын жок. Каякта жүрөт, эмнеге барган, эч ким билбейт. Каза болгонбу, каза болгон эмеспи, тоже андай толук маалыматтарды бере алышпайт да. Эгер каза болгону так болсо, эгерде ошонусу мындай далилденген болсо, биз Кыргыз Республикасынын Украинага элчилиги аркылуу иштерди жүргүзүп, биз мүмкүн болушунча жардам берип атабыз. Бирок менин оюмча, көптөгөн ата-энелер туугандары билишпейт. Кайда жүрүшөт, эмне кылып атышат. Бирок айтканынан коркушат. Анткени Кыргызстанда ал үчүн жаза алышат. Ошондуктан бизде мындай прогнозный оценкалар бар, бирок так маалымат жок бизде. Анткени айткандан коркушат. Эгерде далилденген материалдар келип бизге кайрылса, биз аларга жардам беребиз. Рахмат. Саламатсызбы, Додон Калаймуратова. Урматтуу министр, айтсаңыз, 2025 жылы Кыргызстан менен Америка ортосунда кызматташуу үчүн кандай жаңы аракеттер көрүлдү? Ошол эле учурда виза маселесине токтолсоңуз, мындан сырткары Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү болгон Руссияда мигранттардын басымдуу бөлүгү ошол жакта
мигранттарга көрүлгөн алардын аракетинин алкагында министрлик тарабынан кандай жеңилдиктерди көрүү боюнча сүйлөшүүлөр же аракеттер көрүлдү, ошол мамлекеттик тилде айтып берсеңиз. Рахмат. Жоқ, мен жантан бері толық айтып бербедім ошонун баарын. Эми дагы жолу айтып берейин. Эми Россия боюнча биз былтыр өзүңөр билесиңер, майдан баштап 10 сентябрга чейин биз атайын амнистия сураганбыз. Ошо биздин мекендештер, биздин мигранттар ошо Россияда жүргөн территориясында алар майда уже баарын тең уже депортация кылышмак. Ошондо биз 10 сентябрга чейин президенттердин деңгээлинде сүйлөшүп биз амнистия алганбыз. Ошондуктан биз майдан баштап сентябрга чейин биздин элчиликтер, биздин консулдук департамент, тышкы иштер министрлиги бардык массалык маалымат каражаттар менен алар менен сүйлөшүп аттык да. Соцсеттерде айтып аттык, ай батыраак баргыла, документтериңерди тактагыла, кара черный списоктон чыккыла деп. Бүт региондорго биз дополнительный сотрудниктерди жиберип, даже бореке Россиянын дальний региондорунда жанагы миграционный службаларында кишилер жетишпейт экен. Россиянын өзүндө. Ошондуктан биз Россияга чыгып атып, алардын миграционный службаларында дополнительный убакыттарды сурап, мисалы үчүн алар эртең менен 9-дан 5-ке чейин иштесе, биз кечки 10-га чейин сурап аттык. Ошонун баарын иштешип, ошонун негизинен 128 000 адам өзлөрүнүн баягы списокторун такташты да. Анан биз ар бир кишинин колунан жете эле бара албайбыз, анткени Россия дейт, Сахалинден баштап Калининградка чейин. Көптөгөн биздин мигранттар бар. Анан бирөө баягы более активный мындай өзүнүн ответственныйлар барып өзлөрүнүн документтерин тактап атат. Баягы бирөө келип жасап бербейт да бирөөнүн жумушун бирөө. Ошондуктан кээ бирлери жасабагандар азыр депортация болуп атат. Ошондуктан биз Россия тарапы менен дайыма байланыштабыз. Өткөндө мамлекеттик сапардын убагында Россия тарапы менен дагы сүйлөшкөнбүз. МВД министри менен сүйлөшкөнбүз. Президенттердин деңгээлинде бул суроолорду көтөргөнбүз. Бирок өзүңөр көрүп атасыңар, азыр Россия тараптагы ойлонуп калды, анткени аякта дагы азыр көптөгөн жумушчу орундор бош. Алар дагы азыр мен ойлоп атам, өзлөрүнүн позициясын дагы мындай жумшакырак болуш керек, анткени баягы жумушчу орундор көп болгондуктан жумушчулар жетишпей атат. Бирок бизге негизгиси биздин граждандардын бизге кайтып келгени абдан пайдалуу. Анткени бизге дагы азыр көрүп атасыңар, көптөгөн чоң проекттер иштеп атат. Бирок ошо иштегенге дагы бизге кишилер жумушчу күчтөр жетишпей атат. Ошондуктан бизге келип Кыргызстанга келип иштесе, биринчиден коопсуздук, экинчиден болсо өзүнүн мамлекетине, өзүнүн үйүндө, үй бүлөсүнө жакын, ошо Кыргызстанга келип, ошо Россиядагы тапкан акчаны ошо Кыргызстандан тапса болот. Ошондуктан биз айтат элек, биздин мигранттарга ойлонгула, ошо алыста жүргүчө Кыргызстанга келип, түрлүү жумуштардын азыр вакансиялары көп, келип Кыргызстанга орношуп иштесеңиздер болот. Эгерде жок, ошол жакта калып иштей берсеңер, анда документтерин тактап, ошо кара списокко чыкканга аракет кылышыңыздар керек. Бирок биз мамлекет катары, тышкы иштер министри катары аларга жардам бергенге даярбыз. Орус тарапы менен сүйлөшкөнгө дайыма биз ачыкпыз. Рахмат. BBC, андан кийин биринчи радио. Министр мырза, чоң рахмат жыйын үчүн. Азыр менден мурдагы журналист АКШдагы виза боюнча айтып жооп берген жоксуз, ошол суроо меники болчу. Жана 75 өлкөнүн арасына Кыргыз жарандарына киргизген иммиграциялык виза берүүнү убактылуу токтотуу боюнча. 6-январь болсо Трамптын администрациясы жанагы күрөө төлөй турган мамлекеттердин тизмесине киргизгенде, анан АКШ менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болуп жатабы деген суроо. Же болду. Экинчиси, Ирандагы кыргыз жарандары жөнүндө качан акыркы жолу байланыштыңыздар, интернет барбы, интернет жок болгон үчүн абалы кандай дегенчи, ошол жөнүндө чоң рахмат. Америка боюнча ал жанагы миграционный иштерди катуулатып атпайбы? Бул боюнча мен айта кетелем, алардагы булардын ички саясаты, миграционный вопрос биз кирише албайбыз. Анткени ошондой эле миграционный саясатты биз өзүбүз да жүргүзүп атабыз. Ошон үчүн айтпадымбы жана биз атайын амнистия даярлап, 9000ден ашык чет өлкөлүктөр өзлөрүнүн документтерин тууралап, андан 2
2088 адамды депортация кылдык деп. Бул биздин саясатта да жүрөт өзүбүздүн мамлекетте. Ошондой эле ал баягы миграционный саясатты америкалыктар дагы жүргүзүп атат. Ошондуктан биз эгерде алар айтып атышат, эгерде документтери туура болсо, закондуу түрдө иштеп атса, аларга эч кандай проблема жок. Жана 10 жылдан бери, 5 жылдан бери барып алып, визасы жок, законсуз жүргөндөрдүн баарын алар депортация кылып атат. Экинчиден болсо, жанагы күрөө койгон боюнча биз азыр америкалык тараптар менен сүйлөшүү баштадык. Биз айттык, эгерде эми америкалык тараптар дагы жанагы жогорку деңгээлдеги контакттарда, башка биздин деңгээлдеги контакттарда сүйлөшүүдө биз айтып атабыз да. Алар да айтып атат, биз гуманитардык байланышты өнүктүрөлү, англис тил окугандар, университет окугандар көп болсун деп америкалык тарап өздөрү айтып атат. Бирок бир четинен монда миграционный процессти мындай катуулатып атат да. Ошондуктан алар дагы өзлөрү ойлоnuш керек. Эгерде өзлөрү жанагы мисалы үчүн биздин зарплата $40,000 болсо, анда 15,000 залог койсо болот. Анан биздин зарплата $1,000 ашпайт, андай кандай боласыңар деп биз дагы азыр суроолорду коюп атабыз. Мындан ары биз сүйлөшүүнү жүргүзөбүз. Мисалы үчүн ал жанагы бардык эле Борбордук Азия мамлекеттери кирди да ошо списоккачы. Ошондуктан биз муну коллективный түрдө сүйлөшкөнгө аракет кылабыз, бирок көбүнчөсүн бул эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы болот. Ошондуктан биз азыр Америка тарапы менен консультация кылып атабыз. Пока жыйынтыгы чыга элек, бирок биз өзүбүздүн тиешелүү суроолорубузду койдук. Рахмат. Иә. Иран боюнча аякта биздин граждандар жайында болгон конфликттин убагында көптөгөндөрү чыгып кетишкен. Азыр болсо бир 20га жакын эле биздин граждандар бар. Анын ичинен 10 биздин дипломаттар, дагы бир 10га жакын, 11-12си ошо ирандыктарга турмушка чыккан биздин кыздар, кыргыз жарандары. Бирок алар биздин элчиликте дайыма байланышта. Эгерде ситуация мындан ары дагы кыйындап кетсе, биз аларды чыгарганга аракет кылабыз. Бирок азыр ситуация кичине стабилдешип калды. Биз элчилик менен дайыма байланыштабыз. Алар азыр интернет жок, бирок биз алар башка бир байланыштардын жолун таап бизге чыгып атышат күндө. Ситуацияны дайым бизге айтып турушат. Биз бардыгына контакттабыз. Мен ойлоп атам, азыр мындай эч кандай коркунуч жок. Эгерде ситуация оорлоп баратса, биз чечим чыгарабыз. Рахмат. Саламатсызбы, Жээнбек Мураханович, сиздин да жаныңыздын проект жумушуңуздар болуп атат, тышкы саясатта. Ошонун алда жогоруда ресми иштер АКШ тууралуу айтты. Бул жерде өзүңүз дагы баамдап турсаңыз керек. Ошондой Кыргызстанды мындай өлкөлөрдүн арасына кошуп жанагы мамиле кылып атканда сиздердин да дарегиңиздерде бир катар соцсетте сын пикирлер айтылды. Биринчиден дипломаттардын ал жакка дайындалып жатышына, ошолор дагы бир аз күчтүү адистер болгондо мынчалык болбойт деген сыяктуу буга сиздин комментарийиңиз. Экинчиси, быйылкы жылдагы аябай бай жылдардан боло турган болуп атат. Ошол эле жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, Кытай Республикасынын төрагасынын мамлекеттик визити Кыргызстанга дагы жүргүнчүлөр бар. Ошол эле күнгөлүк көчмөндөр ойногонго даярдык. Тоо саммитине дагы даярдыкта. Негизи эле бул жакка тышкы иштер министрлигинин өзүнүн дагы сиздердин бул жерде эң биринчи ушул эл аралык коомчулукту Кыргызстанга алып келүүгө ордуңуздар чоң эмеспи? Бул жактагы быйылкы жылкы ыкмалдарыңыз менен дагы бөлүшүп өтсөңүздөр. Эми Америка боюнча ситуация боюнча мен ойлойт элем, эми ал соцсеттин баарына жооп берип отурсам анда вообще иштебей калабыз да. Соцсет менен керек болсо биз жооп беребиз, керек жок болсо биз мындай карап коебуз, анан мындай. Мен ойлоп атам, бул эми миграционный политика эч ким кирише албайт. Ал бул ар бир мамлекеттин өзүнүн ички саясаты. Канча супер дипломатты даярдасаң дагы ал мисалы үчүн андай вопрос, мындай суроолорду алар чече албайт. Анткени мисалы үчүн Байден администрациясында бул вопрос вообще чыккан эмес да.
Трамптың администрациясы келгенде алар уже өзлөрү ички саясатында миграцияны катуулаш керек деген чечим кабыл алышкан. Ошондуктан түздөн түз аларга кирише албайбыз. Канча супер дипломат болсо дагы андай вопросторду чече алышпайт. Ошондуктан бул негизги эки тараптуу консультациянын негизинде гана баягы ситуацияны жумшартышыбыз мүмкүн. Бирок азыр алдыга 26-жылдын ичинде да алар менен иштейбиз. Мүмкүн болушунча өзүбүздүн аракетибизди кылып көрөбүз. Бирок ар бир мамлекеттин бул ички саясаты түздөн түз аларга мындай киришип аны мындай токтото албайбыз. Ошондуктан биз ошондой эле саясатты биз өзүбүз жүргүзүп атабыз. Биз дагы ошо миграционный саясатты жүргүзүп, законсуз жүргөн мигранттарды чыгарып, депортация кылып, документтерин түздөтүп, биз дагы ошондой болгон аракеттерибизди кылып атабыз. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул иш баягы негизги конституциянын негизинде жүргүзүлөт. А эми 26-жыл болсо, бизде да көп пландарыбыз бар. Эки тараптуу, көп тараптуу визиттер, көп тараптуу баягы жолугушуулар, анын баары планда, бирок азыр убакыттары толук тактала элек болгондуктан биз ачык айта албайбыз. Бирок негизинен 26-жылдагы абдан активдүү жана жемиштүү болот деп ойлойбуз. Рахмат. Илья Осипович, готовится номер. Егор Орлов, РИА Новости, здравствуйте. Вот отвечая на вопрос моего коллеги из Китая, вы поделились планами касательно визита председателя КНР в Кыргызскую республику. Скажите, пожалуйста, планируются ли в этом году какие-либо, в ближайшее время, какие-либо визиты наших представителей на высоком высшем уровне в Российскую Федерацию и, соответственно, обратно, может быть, визитом высокопоставленных гостей из России? Спасибо. Ну да, у нас нашими главными партнерами постоянно есть контакт, мы продолжим нашу работу. Мы в прошлом году встреча с российским руководством была очень активным. Летом мы ездили рабочим визитом, наш президент Садыр Нуркожоевич в России был. В ноябре государственным визитом Владимир Владимирович Путин был в Кыргызстане, поэтому мы обсуждали, кроме этого мы проводили здесь межправительственную комиссию кыргызско-российскую, поэтому этот повестка дня мы дальше продолжим. Я думаю, что на высшем уровне контактов также будет, уже на многоформатном режиме. В двустороннем контакте мы, наверное, продолжим на уровне правительства и на уровне регионов. В этом году планируется проведение межправительственной комиссии, проведение форумов регионов. Кроме этого, ряд наших намеченный ряд культурно-гуманитарных мероприятий. Поэтому в этом направлении также мы будем активно работать в 2026 году российской частью. Поэтому, я думаю, мы с главными нашими партнерами всегда будем держать активный контакт. Спасибо. Пожалуйста, готовится спутник, и я думаю, на этом завершим. Здравствуйте, Алексей Зинаев, Номад ТВ. Вы, видимо, на кыргызском языке это уже говорили, можете на русском продублировать по то, что приостановили выдачу миграционных виз в США и ввели визовый залог при оформлении визных документов в США. Сколько у нас там вообще людей учится, работает, и как это отразится, и будут ли ответы? Ну, в Америке у нас есть предварительные данные, да, наших граждан. Очень много наших граждан, где-то порядка, сейчас имеется где-то 40 тысяч граждан наших в Америке находятся. Многие там учатся, студенты в законной основе. Есть многие наши граждане, которые имеют постоянную работу. И в этом плане, что когда многие граждане, которые были незаконно, находились без визы, нарушали какие-то визовые режимы, конечно, их сейчас, они попадают, если попадают в миграционную службу, их депортируют, да. И
уже было несколько человек, около 20 человек было депортировано, сейчас еще ожидается еще 20 человек, они депортируют. Они говорят, если у них все документы правильно оформлены, там особых проблем нет. Кто незаконно находится, конечно, их будет депортировать. Что касается залогов, мы сейчас ведем консультации. Мы говорим, что очень завышенный залог, да, поскольку оно должно быть в соответствии нашими как бы зарплатой, да, сопоставимой. Поэтому $15 тысяч это достаточно высокое. Но, тем не менее, эта миграционная политика принята администрацией Трампа, касается многих стран, и напрямую там влиять на миграционную политику мы не можем. Это внутренняя политика американской администрации. Такая же миграционная политика ведет наши российские партнеры, да, которые мы каждый раз обсуждаем. Поэтому мы сейчас предварительно ведем переговоры, консультации с американской стороной. Мы высказали свои пожелания, они сказали, приняли к сведению. Мы сейчас продолжим наши активные консультации с американской стороной, как бы облегчить вот визовый режим. Но самое главное, что требования американской стороны, чтобы наши граждане, которые получали визу, своевременно посетили и оформились там правильные документы и своевременно выехали. Почему вот такая ситуация? В том плане, что многие наши молодые граждане остаются там незаконно. Исходя из этого, конечно, мы также работаем нашими министерствами, ведомствами в случае как бы ввести какой-то режим паритетной основы. Но это вопрос пока в рамках консультаций. Над этим мы работаем. Спасибо. Последний вопрос. Спутник, коллеги, пожалуйста. Мулыканович, еще один вопрос от спутника, который касается того, что в прошлом году, к сожалению, некоторые компании кыргызские продолжали попадать в различные санкционные списки, в том числе и граждан Кыргызстана, которые работают в Российской Федерации, становится все сложнее отсылать заработанные деньги на родину. Из этого ранее президент нашей страны, Садыр Нургулжиевич Джапаров, говорил, что западные страны торгуют с Россией, когда им это выгодно, но при этом вводят санкции против наших отечественных компаний и, более того, угрожают новыми. Кыргызская сторона предлагала устроить западным компаниям независимый аудит, чтобы подтвердить то, что наши компании работают чисто. Есть ли какой-то отклик со стороны стран Запада? Спасибо большое. Но мы на постоянной основе работаем нашими партнерами Европейского Союза, да, нашими партнерами Соединенных Штатов относительно вот, санкционных проблем. Мы проводили ряд консультаций с американской стороной, ряд консультаций с Европейским Союзом. Мы объясняли нашу аргументацию и даже предлагали провести независимый аудит. Да. Но пока они считают, что это нет целесообразности, и в одностороннем порядке они вводят санкции. Но мы считаем это неправильно, поскольку Кыргызстан находится в самом сердце Центральной Азии, и много транзитные перевозки, торговля проходит через Кыргызстан. Но мы продолжим нашу работу в этом направлении. По линии санкционных режимов мы консультацию проводим, но приостановить торговлю нашими традиционными постоянными партнерами мы тоже не можем, из-за того, что они вводят санкции. Во время конфликтов, кризисов наша экономика достаточно ограниченная. Мы должны работать, мы должны торговать, мы должны обеспечить безопасность и благосостояние нашего народа. И об этом мы говорим и объясняем. Мы продолжим свою работу, но мы говорим, что мы соблюдаем договоренности, соблюдаем наши международные обязательства. Но если есть веское доказательство, пожалуйста, нам докажите то, что они не могут нам доказать. Но, тем не менее, одностороннем порядке они объявляют санкции, что мы считаем неправильным. Об этом говорил наш президент. Поэтому на уровне Европейского Союза, американскими сторонами
и британцами мы ведем переговоры и в этом году продолжим нашу работу. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом наша сессия вопросов и ответов завершена. Благодарим вас за участие. Так, уважаемые коллеги, спасибо за ваше время, что уделили. Я думаю, что мы этот год также мы планируем достаточно активным. С вами будем постоянно в контакте. Наша пресс-служба всегда открыта. Если какие-то будут вопросы, мы всегда готовы с вами сотрудничать, делиться информациями, делиться мнениями. Министерство иностранных дел достаточно открытое. То имеется в виду, мы у нас средства массовой информации и у нас хорошие контакты. Мы думаем, что в 2026 году мы продолжим с вами нашу совместную работу. Хочу вам пожелать успехов в 2026 году. И по итогам 2026 года также мы готовы с вами доложиться, информировать и рассказать о наших делах. В этом году очень много работы, очень много мероприятий в Кыргызстане, поэтому мы думаем, что с вами будем всегда делиться информациями и обсуждать общую проблематику. Спасибо. Соловьевого заявление было в письменном виде. Можно как-то заявление, которое вы зачитывали, можно его получить в письменном виде? Пресс-служба. Я же вам сказал, что я подойду там. Вот я сейчас спрашиваю, сказали закончится, я спрашиваю. Заявление по Соловьеву прочитал. Можно в письменном виде?